Размышлизмы. Сегодня у нас 17 марта 2021 года. И я немножко поразмышляю на тему, которую в декабре 2019 года обсуждал Путин на интервью соответствующем большом про Ленина, национальный вопрос, национальные республики и прочее, прочее. Прежде всего, давайте посмотрим интервью с Путиным. Вот конкретно ответ на этот вопрос. Давайте. Спасибо. Ну, я предпочитаю вообще о таких вещах не говорить, но поскольку Александр Николаевич Сокуров эти вопросы поднял, мне пришлось на это отвечать. А значит, нужно разъяснить, видимо, да? Что касается фигуры Ленина в нашей истории, и что, собственно говоря, у меня, какие оценки в этой связи складываются. Но он был скорее не государственный деятель, а революционер, на мой взгляд. И вот когда я говорил о тысячелетней истории нашего государства, оно было строго централизованным, унитарным государством, как известно. Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил фактически даже не федерацию, а конфедерацию. По его решению этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза. Вот смотрите, строго централизованное государство, да, в конфедерацию, фактически с правом выхода из привязки этносов к территории. Но даже территории нарезаны были так, что они не всегда соответствовали и до сих пор соответствуют традиционным местам проживания тех или других народов. Поэтому сразу возникли болевые точки. Они сейчас еще между республиками бывшими Советского Союза имеют место быть, и даже внутри Российской Федерации. 2000 таких точек. Стоит только отпустить на секунду. Мало не покажется. Вот это первое. Кстати, Сталин был против такой организации, он даже статью написал об автономизации, но в конечном итоге принял ленинскую формулу. И что получилось? Вот сейчас мы с коллегой с Украины говорили по поводу наших отношений. Но в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все при Черноморье, значит, западные земли российские, были переданы в Украину со странной формулировкой для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине. Потому что Украина сельская была территория, и считалось, что это мелкобуржуазные представители крестьянства, их раскулачивали подряд по всей стране. Но это несколько странноватое решение. Но, тем не менее, оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина. И теперь мы с этим разбираемся. Но что ведь они сделали? Они связали будущее страны со своей собственной партией. Потом в Конституцию кочевало это из одного основного закона в другой. Это, значит, основная политическая сила. Как только партия застрещала, начала рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна. Вот что я имел в виду. И я придерживаюсь этой точки зрения сейчас. Значит, причем, вы знаете, я длительное время проработал в разведке, которая была основной частью очень политизированной организации КГБ СССР. И у меня были свои представления о наших вождях и так далее. Но сегодня, с позиции моего сегодняшнего опыта, я понимаю, что кроме идеологической составляющей есть еще геополитические. Они совершенно не учитывались при создании Советского Союза. Но все это было очень политизировано в свое время. Партия начала разваливаться, повторяю, все, и страна за ней посыпалась. Этого нельзя было, это ошибка. Абсолютно кардинальная, фундаментальная ошибка при государственном строительстве. Фатал. Теперь, что касается тела или не тела, дело совершенно не в этом. И, на мой взгляд, этого не нужно трогать. Во всяком случае, до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, связывают с этим определенные достижения прошлого советских лет, достижения советских лет. А Советский Союз так или иначе, безусловно, связан с вождем мирового пролетариата Владимиром Ильичем Лениным. Вот поэтому вот, лучше не забираться. Зачем? Надо просто идти вперед и все, и развиваться активно. Ну вот, теперь по поводу
Ну, второй вопрос там по поводу Кадырова, он нас не волнует, как бы, нас не касается. Смотрите, значит, вот такое интервью было в декабре 2019 года. Обратите внимание, да, на Первом канале. Сегодня у нас 17 марта 2021 года, и я прокомментирую это интервью. В общем, ну, вначале я хочу что сделать? Вначале я обращусь к определению фашизма. Да, кое-что покажу по поводу фашизма. Затем я дам комментарии некоторые по тому, что он сказал, а потом я заново поставлю это интервью и каждую фразу за фразой разберу, чтобы было определенное понимание. Да? Вот давайте так сделаем. Это на самом деле очень важное заявление, которое делал Владимир Путин. И здесь вот в этот момент, когда я сейчас буду все это видео снимать, да, мне очень важно удержаться в рамках законодательства Российской Федерации и не сказать то, что в реальности на душе. И я уверен, что это на душе у миллионов прочих людей, которые есть в Российской Федерации, да, у национальных меньшинств. Вот не сказать то лишнее, что может послужить поводом для вот данного персонажа. Сейчас я его покажу. Вот для этого персонажа. Да, для применения каких-то средств типа новичок, ну, либо там применение, значит, какой-нибудь статьи Уголовного кодекса там, и так далее, и так далее. Да, то есть надо так выразиться, чтобы не попасть под замес, грубо говоря. Вот. Смотрите. Значит, первое. Что такое фашизм? Да? Фашизм – это обобщенное название крайне правых политических движений и идеологий, проповедующих форму управления диктаторского типа. Ну, у нас, во-первых, какое вообще управление? Правое либо левое? У нас социальное государство или нет? У нас не социальное государство. У нас пенсионный возраст высокий. Значит, вот эти вот выплаты безработным маленькие. Предприятия принадлежат узкому кругу лиц, олигархату и так далее. То есть у нас правое. Да? У нас правое государство, но не левое абсолютно, оно правое. У нас есть диктаторство. Здесь у нас есть конкретно диктаторского типа. У нас характерным признаком которых является милитаристский национализм. У нас есть милитаристский национализм? Очевидно, у нас он есть в широком понимании. Антилиберализм. В данном государстве, в котором мы сейчас живем, у нас есть антилиберализм. Вот я башкирский либеральный национализм, я говорю, да, у нас есть антилиберализм. Кто-то думает, что есть некие либералы, которые, значит, вместе с Путиным, с его олигархами, там, воруют вместе, там, что-то, да, делают. Это не либералы, это воры. Воры, которые назвали себя либералами, либералами не стали. Поэтому не нужно понятие либерал и вор путать. Да? Вот эти вот разные люди, которые являются ворами, они либералами не являются. Я прошу заметить этот момент. Реваншизм и вождизм. Вопрос. Есть у нас реваншизм? Ну, да, он сам говорит, что Советский Союз, реваншизм, там, да, он сам про это говорит. Есть определенные территориальные конфликты, которые, значит, данное государство участвует, да, и так далее, и так далее. Вождизм есть, у нас вождь, вот он вождь, пожалуйста, вот вождь. Вождизм также имеется, да. Антикоммунизм. Ну, антикоммунизм здесь немножко посложнее, потому что вот данный персонаж, данный вождь, он при необходимости использует... У него есть разные актеры. Кто-то, значит, дядюшку Зю изображает из себя коммуниста, там, кто-то сталинист изображает из себя, кто-то там, типа там, белый, там, за царя, там, в общем, куча разных актеров. Для него это не принципиально. В принципе. Для него, в принципе, и та идеология, которую он озвучил, она тоже не принципиальна. Для него важно удержание власти. Соответственно, и я абсолютно уверен, что он поступится идеологией, вот той, которую он озвучивает, да, если это позволит ему увеличить срок пребывания у власти. Вот. Дальше. Экспансионизм. Мы тоже видим. С экспансионизмом есть проблемы. Дело в том, что население России это 140 с чем-то миллионов. И они и так, вот эти 140 с лишним миллионов, занимают 7-ю часть суши планеты Земля. Вот эти 140 миллионов с чем-то,
да, они сколько составляют от 7,5 миллиардов населения планеты Земля? Они составляют 2% населения примерно. Сейчас я вам точно скажу. Да, даже меньше 2%. Вот это вот российское население, которое составляет даже чуть меньше 2% населения планеты Земля, занимает 1/7 часть суши. 1/7 часть суши. 14% получается примерно. То есть население 2%, 14% суши. В 7 раз, получается, вот, люди, которые живут в этом государстве, занимают, как бы, по сравнению со средним показателем по планете Земля, территорию, да, в 7 раз больше квадратных метров на одного человека, чем в среднем по планете Земля, в данном чудном государстве. И они еще хотят какой-то экспансионизм. У вас людей недостаточно для экспансионизма. Я вам объясняю. У вас людей для экспансионизма недостаточно. Вот. И у вас нету того, что вы можете предложить. Западная цивилизация, она может предложить технологии, идеологию. У них нормальная вообще цивилизация, да, люди нормально живут, социальное государство, прочее, прочее. У вас ничего этого нет. А людей у вас не хватает, потому что вы прибегаете к геноциду для уничтожения людей. Ну, как бы, да, гражданская война, там, всякие депортации сталинские, там, и прочее, прочее. До этого у нас история с башкирскими восстаниями, там каждый четвертый башкир погиб. Потом голодомор там и прочее, прочее. О чем вообще говорить? У вас людей не хватает потому, что вы хотите, как бы, ну тут понятно, да, то есть сами друг друга убивают, свою элиту они поубивали во время гражданской войны. Вот это белое дворянство, русские, которые были вынуждены эмигрировать там и так далее, да. Экспансионизм. Какой экспансионизм, если у вас нет населения в достаточном количестве? И вы, как бы, да, куда вы хотите экспансионизм делать? Вот, допустим, кто-то на Марс уже летит, приморсился на Марс, да, из какого-то очень хорошего государства. Ну, ребята, так что это вот, понимаете, да? Презрение к выборной демократии и либерализм. Ну, вы понимаете, что нет никакой выборной демократии здесь, в данном чудном государстве. Да? То есть все это симулякры. Вот я возглавляю федеративную партию, и я прекрасно понимаю, что, скорее всего, она не будет зарегистрирована, вот в этом году точно, скорее всего. И, в общем, ну, тем не менее, я решил башкортостанское отделение этой партии возглавить и так далее. Ну, пусть будет, на всякий случай, там, следующий год, там, еще что-то, в общем. Либерализм. Либерализм, соответственно, ну, презрение к либерализму, то есть презрение к реальному либерализму. То есть есть некие персонажи, которые себя изображают либералов и которые связаны с властью и являются ворами. Это да, вот их задача изображать из себя либералов. А к настоящему либерализму у них презрение, к настоящему, к тем, кто с ворами не связан. Веру господству элит и, естественно, социальную иерархию. Но мы господство элит тоже наблюдаем. Да, у нас какие элиты? Это новое дворянство, это ГБУшечка. То есть вот эта корпорация ГБУшечка, кооператив Озеро там и прочее, прочее. Вот она, новая элита. И социальную иерархию мы тоже наблюдаем. Да? Вот вы посмотрите на башкир из деревень. Где их деньги, где их рабочие места, где их образование на башкирском языке, где их мультфильмы, фильмы на башкирском языке, где их башкирязычные вузы. Где? Ну, что они, для чего они? Они для того, чтобы быть пушечным мясом вот у этих самых элит, чтобы они приезжали в города и попадали в КБАУ. Там даже есть список предприятий, микрофинансовых организаций, и одна из микрофинансовых организаций, стратегических компаний данного государства, они внесли список стратегических компаний, и стратегическая компания попала в микрофинансовую организацию, которая принадлежит Людмиле Путиной, понимаете, да, то есть, в общем-то, вот, бедный башкирец должен, значит, приехать из деревни в город, взять кредит в микрофинансовой организации Людмилы Путиной и попасть в долговое рабство. Вот, собственно, как все это устроено. Для этого все это делается. Дальше. Этатизм, в ряде случаев корпоративизм, расизм и политика геноцида. Ну, корпоративизм понятно, расизм у них тут не особо сильно, как бы,
имеется, да, то есть, возможно, они какие-то скрытые расисты, возможно, но так у них в открытую нет такого, это нужно признать. Политику геноцида сейчас они не проводят. Вместо геноцида они проводят политику этноцида и лингвоцида. Геноцид они проводили во время Чеченской войны. Вот, там, по-моему, порядка 100 тысяч чеченцев было убито. То есть, в принципе, как бы, это достаточно, чтобы считать это геноцидом, я считаю. Вот. Соответственно, но конкретно сейчас геноцида нету. Геноцида нету, но есть лингвоцид и этноцид. И использование, значит, всяких вот киллеров с новичком, с полонием и прочими механизмами для уничтожения наиболее пассионарных людей из оппозиции, из представителей коренных народов, которые начинают говорить правду. Да? Я обращаю внимание, поэтому представители западной цивилизации. Вот есть акт Магнитского, который сказал по поводу там НДС, как они воровали, и его за это грохнули, и вы в честь этого санкции ввели, и акт Магнитского придумали. Вот если они грохнут меня, то, пожалуйста, сделайте Амангильдин акт. Да? Акт Амангильдина. Ну, и, соответственно, вот. И понимаете, что я не склонен к суициду, в общем, и прочее, прочее. Это я уже много раз говорил. Да? Вот. То есть они вместо геноцида проводят этноцид и лингвоцид, уничтожают языки коренных народов России, не дают развиваться этим коренным народам России, уничтожают их языки, их идентичность, навязывают свою российскую нацию, россиянскую нацию и прочее, прочее. Хотят всех ассимилировать и так далее. Вот. В принципе, что такое фашизм, вы увидели. И вы увидели, что очень много признаков фашистского государства мы наблюдаем на данный момент в данном государстве, которое называется Российская Федерация. Теперь давайте посмотрим опять сюда, на это интервью. И я хочу сказать кое-что про ситуацию с Куштал опять. Да? Вот. Я долго думал, зачем ситуация с Куштал Владимиру Путину. И я понял, зачем ситуация с Куштал Владимиру Путину. Дело в том, что, как я понял, кто-то в прямом эфире, ну, лично Путин, наблюдал, как развивается все на Куштал 16 августа 2020 года, примерно полгода назад. И вот он это наблюдал. Зачем это ему было нужно? Да? Я думаю, что он оценивал риски уничтожения национальных республик. То есть он оценивал, что вот если я, Путин, решу уничтожить Башкортостан и какие-то другие национальные республики, сколько людей выйдет на протесты, что они будут делать, будут ли они организованы силой, будут ли среди них брейвики, которые сразу начнут убивать детей там где-то, да, как бы и так далее, и так далее. Или же они просто пойдут на гору там драться и прочее, прочее. То есть вот он хотел это оценить. И, соответственно, вот с этой целью они посмотрели, как бы убили нескольких зайцев. Он совместно с Хабировым, они, соответственно, как бы в живом эфире, да, в прямом эфире провели операцию с Куштал и так далее. То есть вот если мы, как бы власть, будем этих башкирцев всячески давить, как бы унижать, и вот еще гору у них там попробуем для БСК сделать, да, а потом еще, вот если скажем, что вот мы уничтожим их национальную республику, сколько их вообще выйдет на улице, выйдут ли они вообще на улице, не выйдут, начнут ли они сразу там, оружие у них может какое-то есть, что они вообще будут делать. Да, вот для этого, чтобы это посмотреть, такой хороший вариант проверить, протестировать, что вообще будет. И вот, собственно, на Куштау они это протестировали. Они увидели, что произошло в результате. Это моя гипотеза. И так далее. Потому что, в принципе, я думаю, всем понятно, что задача Путина, и из этого интервью понятно и так далее, да, уничтожить национальные республики. Его задача уничтожить национальные республики, чтобы не было карельской нации, коми нации, татарской нации, удмуртской нации, башкирской нации, чувашской нации и эрзианской нации и так далее. Он просто хочет наших детей уничтожить
но метод геноцида ему не сильно подходит. Он хочет их уничтожить методом лингвоцида, русификации, этноцида и путем уничтожения пассионарных личностей, например, меня. Да, вот, как бы. И поэтому один из способов для моего выживания – это покинуть территорию данного фашистского государства до того, как меня грохнули, как бы, да, или посадили. Вот. Один из механизмов. Но для того, чтобы покинуть территорию данного государства, я должен иметь некое политическое преследование в свой адрес. Тут, понимаете, такой момент. Поэтому нужно понимать, что без политического преследования я не могу покинуть территорию данного государства и быть встреченным западной цивилизацией. Да? Потому что западная цивилизация скажет мне: мальчик, ты что сюда пришел? Докажи, что есть политическое преследование. Как бы, да? Докажи. Вот. И тут нужно найти золотую середину. Да? С одной стороны, как бы должно быть какое-то преследование, какая-то активность. С другой стороны, она не должна быть настолько большой, чтобы тебя здесь грохнули. Я не знаю, перешел я черту, не перешел, значит, там, еще что-то и так далее. Фиг знает, да, потому что этот товарищ, он очень хитрый, да, у него тут очень много всего есть, у него ГБУшечка хорошо работает. И я как бы нахожусь под риском. Я же не зря вам про башкирскую ЗГБшность видео сделал. И я это видео сделал за день до того, как я объявил про федеративную партию. Чтобы потом вам пальцем тыкать и говорить, что я вот заранее вам сказал, чтобы вы смотрели это видео и все понимали, у кого есть мозги. Да, и будущее поколение башкирской нации, да, чтобы вы это все понимали, видели и так далее. И потом не говорили мне ничего там про ГБшечку. Все сценарии там уже расписаны и показаны. Вот. Поэтому вот задача данного персонажа вообще уничтожить все коренные народы Российской Федерации путем ассимиляции, русификации, этноцида, лингвоцида. Поэтому мы вынуждены писать вот эти заявления о том, что мы хотим, чтобы наши дети учили в школе башкирский язык. Да? Это государственный язык Республики Башкортостан. Миллионы наших предков погибали, чтобы у нас появилась родина Башкортостан. Моей родиной является Башкортостан. Россия не является моей родиной. Она никогда не будет моей родиной. Моим родным языком является башкирский язык. Этот персонаж с целью уничтожения наших детей насилует нас этим чужим русским языком. Мы не хотим чужой русский язык. Я не хочу. Единственная цель, зачем я рожал детей, ну не рожал, да, как бы работал, хотел, чтобы мои дети были башкирами, чтобы они жили в своей родине Башкортостан, чтобы наша родина Башкортостан была западной цивилизацией, чтобы никто не насиловал их русским языком и так далее, и так далее. Он уничтожает вообще сам смысл. Какой смысл рожать детей, если из них делают россиянцев, русских, навязывать чужой язык, чужую идентичность и так далее? Кто он такой, чтобы нам все это навязывать? Что он вообще делает здесь? Что его идеология здесь делает? Что его язык здесь делает? Да, мы находимся в этом государстве, поэтому нам придется все это терпеть. Но мы имеем право и на наш башкирский язык. Мы имеем право, соответственно, иметь башкирязычные детские сады, вузы, мультфильмы, фильмы на башкирском языке. Мы хотим открывать, чтобы иностранцы сюда приезжали из нормальных стран западной цивилизации. Франко-башкирский вуз, там, англо-башкирский, венгро-башкирский, турецко-башкирские вузы и прочее, прочее. Если не дают здесь, значит нужно валить из этого государства, открывать там. Надо выходить на связь, да, вообще с людьми западной цивилизации и открывать там. Как бы. Тут другого варианта нет. Да? Тут как бы фашистское государство, оно, собственно, к этому ведет. То есть оно просто методично уничтожает население. Но, может быть, как бы, тем, кто не хочет быть уничтоженным, там, ассимилируемым и так далее, просто уехать, как бы, да, чтобы потом вернуться. Один из вариантов. Вот. И мы же видим, что их осталось там, нас 140 миллионов там осталось. И нас осталось мало именно из-за того, что все время вот это вонючее централизованное государство. Оно ради своей централизации, оно все время убивает, насилует, навязывает свой язык, свою идеологию и так далее. Ну, это же фашизм в чистом виде. Русификация, вот это то, что они делали там веками, да, вот как бы не будем показывать, где они это делали, в каких государствах и так далее, современных. Это фашизм в чистом виде, с точки зрения прав человека, западной цивилизации и так далее.
Вот. И мысль-то, которую я хотел сказать по поводу Куштау. С помощью Куштау вот данный товарищ проверял реакцию людей на его будущую попытку, возможно, он уже передумал делать эту попытку, я не знаю, по поводу ликвидации национальных республик. Он смотрит, вот что там в Татарстане, там, что в Башкортостане, что там в Якутии, что там у Коми, у Карелов. Он понимает, что с Коми, с Карелами особо проблем не будет. Там выйдут несколько там человек, десятков, может быть, там, Росгвардия выйдет, скажет, ребятки, все там, да, брейвики там свои появятся, не появятся, непонятно, как бы, да. Ядерного оружия для сдерживания, да, от русификации у них тоже нету, и так далее, и так далее. То есть на Кавказе там тоже он как бы, Кавказ это отдельная вообще история. Русификация кавказцев, она тоже немножко сложнее, да. Вот. Поэтому тут еще такой момент есть, что вот этнически он сам, вот если ДНК его покопать у Владимира Путина, да, как бы он финно-угор, как бы, то есть не он конкретно, а вот кто такие русские, да, вот финно-угор он в очень большом количестве. Дальше славянская кровь, да, и немножко тюркская там, совсем чуть-чуть. В основном финно-угры и славяне. Так вот, политика россиянства, русификации, это что такое? Это, по сути, уничтожение финно-угров. Они своих предков уничтожают. И вот когда они вот это все внедряют, русский язык, русификация, этноцид, этноцид, они же не уничтожают представителей кавказских народов. Они уничтожают карелов, коми, эрзи, мокша, значит, удмуртов. Да? Они русифицируют именно финно-угорские народы, которых и так мало осталось. Вот что происходит. То есть то, что они делают, это, блин, уничтожение финно-угорских народов, из которых они сами состоят. Он на 60% примерно, но не он, а среднестатистический русский по ДНК на 60% финно-угр. Вот как бы, да, Финляндия в какой-то момент отсоединилась от Российской империи, они сохранили финский язык, финскую идентичность. Там у них прекрасная страна западной цивилизации, у них там все хорошо, там не было вот этих большевиков, советского режима, и все. И у них, мы сейчас имеем прекрасное государство Финляндия. А вот они, прочие финские народы, карелов, коми, там, и прочее, они их русифицируют, то есть они уничтожают их этничность с помощью этноцида, лингвоцида, уничтожают их язык, навязывают русскую идентичность, русский язык и прочее. Мы видим, как численность карелов упала, коми, эрзи, мокша, шокша, как она, черемисом, да, там, удмурт и так далее. Их численность падает именно благодаря русификации. Численность представителей мусульманских народов Кавказа, она растет. Им как бы не особо там страшна русификация. И поэтому с точки зрения русского националиста тоже немножко странна вот эта политика. Я хочу, чтобы меня русские националисты услышали. Вот русские состоят на значительной части, в некоторых случаях, в большинстве случаев, состоят по ДНК из представителей финно-угорских народов. И когда вы проводите русификацию, вы уничтожаете тех, из кого вы состоите. Чтобы вы понимали. Может быть, как-то мозг включить, я не знаю, там, как еще по-другому объяснить. Вот. Поэтому тут такая как бы ситуация с Путиным, да, и вот эта вот идеология русскости, которая была вот россиянство, которая навязана вот этим людям, да, это, ну, тоталитарная фашистская идеология. Вот. Что такое русскость, да, вот если так подумать, кто такие русские вообще, откуда они взялись и прочее. Вот если вы послушаете, допустим, Панасенкова, да, вот как все это делалось, так вы же поймете, почему у русских нет родов. Вот у башкир есть рода там разные, да, вот я из рода Кыпчак, там, Табын, допустим, смесь двух родов, да. Почему у русских нет родов? Вот раньше были отдельные княжества, были, как их называется там, древляне, кривляне, там, прочее. В определенный момент всех их захватили и сделали многих людей, которые там жили, крепостными крестьянами. И вот эти крепостные крестьяне, вот бедные люди, кто-то мог из них убежать, стал казаком. Да, убежали, стали казаками. Казак – это свободные люди.
Там изначально казаки были тюрками, но потом, когда вот тех, кто убежал вместе с тюрками, значит, стал казаком, ну, славяне, вот и крепостные крестьяне стали превалировать, и поэтому казаки появились там в какой-то момент. Ну, сами они, конечно, будут говорить, что казаки происходят из казаков, но казаки, они с тюрками очень сильно связаны. Там вот, допустим, кубаляк. Кубаляк это по-башкирски бабочка. Это часть одежды, женской одежды у казаков есть. Там как бы связь идет очень глубоко, она в глубине веков она идет. То есть как бы сейчас они уже там многие русифицированы, естественно, там расказачивание было там и прочее. Сейчас речь не идет про последний век. Речь идет про то, что было Емельян Пугачев, до Емельяна там много-много лет там, да, и так далее. Запорожская сечь, как Екатерина уничтожила, да, это была казацкая Запорожская сечь и прочий момент. И давайте, ладно, про казаков сейчас не будем. Вот просто нужно понимать, что куча разных народов было, и из них сделали русских. Как сделать из человека русского? Крепостной крестьянин. Крепостной крестьянин, у которого нет рода. Рода нету, потому что даже Панасенков рассказывал, что вот когда нужны были солдаты для империи, брали крепостных крестьян, мужчин с одной стороны, женщин с другой, раздевали, говорили, раздевайтесь догола и давайте, пожалуйста, совокупляйтесь. Нам нужно, чтобы бабы побольше нарожали солдат. Вот какое отношение было. И, естественно, там они все смешивались и так далее, и так далее. И элита, которая все это делала, они не говорили на русском языке, да? Они были франкоязычные, по-французски, потом другая династия, по-немецки не разговаривали, да, и так далее. Тут нужно понимать, а то население, которое потом стало русскими, ну, вот, они не могли, они просто не могли сохранить свои рода, что вот мы там Витичи, Кривичи, там еще кто-то, они не могли. Эрзия, там Мокша, какие-то вот эти вот другие племена вот из этих народов и так далее. Если вас кто-то захватил, сделал из вас крепостных крестьян, потом раздевает вас догола, заставляет совокупляться с какими-то мужчинами или женщинами, там, да? Потом у вас рождаются дети, и какого вы рода? Вот, кто вы, да? Вы потом через несколько поколений, вот так, когда вы в крепостном праве несколько поколений живете, кто-то из вас убежал, стал казаком, кто-то стал русским, и потом вам внедряет идеологию, что типа вы русские, империя, там, давайте сдохните там за эту империю, там, туда идите воюйте, сюда идите воюйте, там, да, идите подавляйте башкирские восстания и прочее, прочее. Поэтому, на самом деле, русских даже жалко вот с этой точки зрения, да, то есть они не виноваты в том, что их захватили и лишили их настоящих родов, их настоящей истории. И им сложно вот сейчас взять и из своей крови, из ДНК вычленить, что вот типа там прапрапрадедушка был там Витичем, он был Кривичем, там, он был там нижегородским каким-то купцом, он был там еще кто-то. Как это сделать? В большинстве случаев там возможно, что были крестьяне, да, которые были в крепостном рабстве, еще что-то там, да. Если были белые офицеры, ну, значительная часть их погибла просто во время революции и так далее. Большевики же, одна из целей большевистского того, что сделали, они уничтожили русскую элиту, по сути. Вот эти вот, они и башкирскую элиту уничтожили, правительство, как бы, вот, первое башкирское правительство, Сталин расстрелял, да, и русскую элиту уничтожили. Они все элиты поуничтожали с целью сделать советский народ, смешать всех. Их, да, задача взять и смешать всех. С другой стороны, там у них интернационализм, там и прочее, прочее. Но вот и Путин сейчас то же самое делает, пытается россиянскую нацию придумал, чтобы мы все смешались. Русский язык, там наши национальные языки уничтожает таким образом и прочее. А русские националисты, я так понял, они не все это поддерживают. Да, вот, как бы, и вот нужно понимать, что русские должны быть русскими. Вам не надо смешиваться с башкирами, там, с удмуртами, с карелами. Зачем вы смешиваетесь? Просто самим фактом того, что вы с ними смешиваетесь, вы их уничтожаете. Понимаете? То есть, когда вы женитесь на карельской девушке, да, там, уезжаете с ней куда-нибудь, в какую-нибудь область русскую, она перестает говорить на карельском языке, там, через одно-два поколения ее дети становятся русскими. Все, вы уничтожили карелов. Все.
как бы, да, если вы с помощью этноцида и лимфоцита уничтожаете их. Вы уничтожаете финно-угорские народы. Вы армян, например, таким образом не можете уничтожить, потому что у армян диаспорный менталитет, да, у них как бы развитый армянский национализм и так далее. Если, ну, как бы вот чеченцев вы таким образом не сможете уничтожить. Представители других кавказских народов. А финно-угорские народы вы таким образом уничтожаете. Ну, с башкирским этносом тут отдельная история. Я сейчас не хочу про башкирский этнос. Это зависит от того, башкирский этнос станет башкирской нацией или нет. Доля башкирских националистов среди этого башкирского этноса и так далее. Но, уважаемые русские националисты, я к вам обращаюсь. Вы как бы поймите простую вещь, то, что я вам объяснил, да? Как бы не будьте инструментом уничтожения коренных народов России, хотя бы финно-угорских. Не будьте. Да? Ну, зачем вам это? Ну, не надо быть инструментом в чужих руках. Вот что я хотел сказать. Теперь давайте... Ну, это сейчас видео не про русские республики, да, как бы, потому что, возможно, тема русских республик, а я сторонник образования русских республик из областей, поднятия статуса республик, областей до статуса республик именно русских, то есть русская Дальневосточная республика, русская Сибирская республика и прочее, прочее. Я сторонник таких вещей. Я не против такого, по крайней мере, да, потому что тогда, как бы, ну, ладно, это в отдельном видео надо снимать, сейчас слишком долго. Вот сейчас по поводу интервью Владимира Путина. Да, Владимира Путина. Уже каждую отдельную фразу буду разбирать, но еще раз скажу. Ситуация с Куштал и почему Путин наблюдал в прямом эфире, что там на Куштал творится, я думаю, что это связано с тем, что он хотел понять, как будет реагировать башкирский этнос на попытку ликвидировать Республику Башкортостан. Ну, чтобы мою родину уничтожить, да, вот как бы он вдруг решит, давай-ка уничтожим Республику Башкортостан. Он решит так. Что там сделают эти башкирцы, посмотрим. И вот на примере Куштау он это наблюдал. Вот у меня такая точка зрения. Возможно, я не прав, возможно, прав, но такой тест в прямом эфире, да, посмотрите, что они сделают и так далее. Вот. И также нужно иметь в виду, что когда он вообще всю эту вертикаль власти придумывал, все это обосновывалось Бесланом. То есть была ситуация с Бесланом, где было куча трупов, которых, опять же, он к этому количеству трупов тоже причастен. И потом он сказал, что вот, давайте сделаем вертикаль, и все, тишина, он там уже конкретный диктатор, никто ничего сделать не может. Ну, как бы, да? Все там засунули языки куда нужно и прочее, прочее. Ну, понятно, у него есть хорошие профессиональные киллеры, у него есть Полоний, у него есть Новичок, у него есть прочие возможности, у него есть такая профессиональная ГБУшечка достаточно профессиональная и так далее. Они даже за границей хорошо могут поймать там и травануть, там, грохнуть и так далее. Вот. И что тут нужно понимать-то? Вот если вдруг окажется, что вся эта централизация приводит их к большей крови и к большим проблемам, чем то, что было до этого, чем тот федерализм, который был, тогда как бы станет очевидным провал вообще всего этого. Провал истории с вертикалью там, и так далее, и так далее. То есть Владимир Путин, он не глупый человек, да, то есть как бы сказать, что он вообще такой кровопийца, такой прямо это, да, ну, неправильно, да, то есть он не глупый человек. У него там хороший анализ, и я так понял, что он все-таки, наверное, поглядывает даже, ну ладно, я не буду говорить, он наблюдает на разные вещи он наблюдает, и, возможно, даже за мной как бы присматривает вот всякие видео там какие-то и так далее. Потому что я некоторые моменты обнаружил какие-то, связанные с этим. Вот, допустим, с Куштал, да, опять же с Куштал. То есть хитро придумано, да, как бы очень хитро придумано посмотреть,
как они себя поведут, эти башкирцы, и что они будут делать, если он попробует ликвидировать республики. Вот. Теперь давайте прокомментируем то, что он сказал до этого. Да, я просто хотел еще одну фразу сказать. Уважаемые представители башкирского этноса и будущие члены башкирской нации, тут еще нужно понять такой момент, связанный с Татарстаном. Да, вот давайте я в этом видео тоже скажу. С моей точки зрения, пытаться ликвидировать Татарстан как республику до того, как захвачен Татнефть, не совсем логично. Я могу ошибаться, конечно, но мне кажется, что не совсем логично. То есть вначале нужно рейдануть Татнефть, а потом уже ликвидировать Татарстан, если он захочет так сделать. Возможно, также ему нужно строить между собой татары и башкир против друг друга, чтобы потом как бы у них не было хороших отношений взаимоподдержки, и потом попробовать ликвидировать эти республики. Тут тоже вариант, да, то есть как бы он же товарищ хитрый, вот, и ГБУшечек, они такие ребята хитрые, поэтому все эти моменты нужно держать в голове, иметь в голове, понимать вообще, что к чему и прочее, прочее. Но вот я к чему это сказал? Я сказал это к тому, чтобы было понимание, что с моей точки зрения, до того, как рейданут Татнефть, они не будут пытаться, значит, ликвидировать Башкортостан. Да? Не будут. Они будут стимулировать там как бы взаимную неприязнь, там еще что-то, вот с переписью. Там. Почему они с переписью? Вдруг они все время давят башкир, все время уничтожают все башкирское, башкирский язык, башкирский этноцвет, вот все они тут делают, все антибашкирское, да, там и так далее. И тут бац, они решили, что вот как бы вот эта история с башкирскими родами, там, перепись туда-сюда, вот здесь они поддерживают башкир. То есть во всем они башкир дискриминируют, уничтожают и так далее. Язык башкирский уничтожает, там, вузов нет, мультфильмов на башкирском практически нет и так далее. А здесь они, значит, в этом вопросе с татарами, они вот так себя повели. Ну, делайте выводы, зачем они это делают. Да? То есть это вот как бы единственное, что им выгодно. Разделяй и властвуй. Раз. Но нам это, наверное, тоже выгодно, то есть это же восстановление исторической справедливости в какой-то степени. Вот. Но как бы нужно такое понимание, да, чтобы было. Вот. То есть там все очень хитро. Все очень хитро. И напоминаю, что я нахожусь на территории Российской Федерации на текущий момент. Я не могу быть более откровенным, чем сейчас, исходя из того факта, что я не самоубийца и нахожусь на территории данного государства. И теперь давайте посмотрим это видео, я дам такие другие комментарии. Конкретно по фразам. У меня это отвечать. Говорится, если вам сказать что-то по этому поводу. Спасибо. Ну, я предпочитаю вообще о таких вещах не говорить, но поскольку... Посмотрите, он предпочитает о таких вещах не говорить. Почему? Потому что мы, представители коренных народов России, не русского народа, не должны об этом задумываться. Мы должны ассимилироваться, становиться россиянцами, забывать свои родные языки, говорить на русском языке, думать на русском языке. Наши дети должны быть русскими. Да? И нам должна быть навязана русская и россиянская идентичность. И они так скрытно все это делают. Как бы вводят там заявления в школах, чтобы мы писали, вывески вывешивают на английском, на русском, без башкирского языка у нас, чтобы нас унизить, с одной стороны, с другой стороны, чтобы мы как бы, ну так, постепенно они нас, значит, ассимилируют таким образом, да, и так далее, и так далее. Да, вот как бы. Поэтому он предпочитает об этом не говорить. Ему нужно, чтобы тихонечко шел такой процесс. И вот с 2017 года прошло уже почти 4 года, а 4 года это длительный срок. И вот моя дочка сейчас говорит только на русском, младшая дочка, на башкирском она практически вообще не говорит. То есть их политика по уничтожению моих детей путем ассимиляции, она дает свои плоды. Она дает свои плоды, мы видим, да, даже на моем простом примере. А на примере там каких-то других народов, ну, наверное, то же самое происходит. Да? И поэтому вот он пытается не говорить, ему нужно просто уничтожить коренные народы России, их республики, их историю, их языки, провести этноцид и лингвоцид незаметно и так далее. Понятное дело, что с чеченцами, с армянами,
скрочаются вместе с этими, но у него не особо это получается. А вот с башкирами, возможно, у него как-то получается. Это с финно-угорскими народами у него, возможно, это получается. С марийцами, с коми, с карелами и так далее, и так далее. Вот. Ну, с башкирами, я надеюсь, у него это не получится. Да? Вот. Но давайте посмотрим. Посмотрим, что там дальше. Поскольку Александр Николаевич Сакуров эти вопросы поднял, но мне пришлось на это отвечать. А значит, нужно разъяснить, видимо, да? Что касается фигуры Ленина в нашей истории, и что, собственно говоря, у меня, какие оценки в этой связи складываются. Но он был скорее не государственный деятель, а революционер, на мой взгляд. И вот когда я говорил о тысячелетней истории нашего государства, оно было строго централизованным, унитарным государством, как известно. То есть государство Российской империи было унитарным государством, но, замечу, существовали башкирские вотчины экстерриториальные. Даже там, где не было этой Российской империи, там были башкирские вотчины. Обращаю ваше внимание. Со всеми соответствующими правами. Вопрос. Где сейчас на этих башкирских вотчинах башкирский язык? Где? Просто пустая земля. Может быть, если нам в Уфе не дают нормально развиваться, может быть, на каких-то башкирских вотчинах какое-то английское право ввести и пригласить туда западных людей, французов, англичан, немцев, японцев, американцев, да, чтобы они построили вуз там какой-то, там, не знаю, с преподаванием на английском и на башкирском языке, там, да, территория свободная от российского законодательства, там, английское право, там, да, чтобы можно было, вот, допустим, инвестор, вот я инвестор иностранный, да, вот вижу какая-то башкирская деревня, да, и там красивый там лес, там озеро красивые, что можно сделать? Вот инвестируешь, минуя государство, чтобы всякие вот эти коррупционеры не мешали, да, всякие вот эти вот не мешали развитию нации, не мешали развитию территорий, вот эти все, вот это российское право, вот эти все их тупые законы, чтобы не мешали, да. То есть у тебя есть соответствующая территория, какая-то деревня, и ты говоришь, ты приходишь и говоришь там, договариваешься с местными жителями, что вот я хочу у вас построить гостиницу, и в этой гостинице 50% будет принадлежать жителям этой деревни, 50% будет принадлежать не инвестору. Как бы, да? И это будет выгодно всем. Это будет выгодно местным жителям. Допустим, живет в деревне 500 человек. Хочет прийти инвестор, построить там где-то рядом с озером гостиницу какую-то, чтобы туда приезжали там, англичане, французы, американцы, японцы, южнокорейцы, там, турки, там еще кто-то, венгры. И, соответственно, этот инвестор говорит, что вот я вкладываю в эту гостиницу, мы ее строим на красивом месте, 50% принадлежит мне, 50% вам. Соответственно, вот каждому из 500 человек, который живет в этой башкирской деревне, 0,1% этой гостиницы. И всегда, когда будет какая-то прибыль от гостиницы, приходить в эту, да, гостиницу, когда в виде дивидендов будут эту прибыль распределять, вот эти жители, они будут получать свою долю. Да? И это раз. Поэтому им будет выгодно, чтобы этот бизнес процветал, чтобы они сами там будут работать на этом бизнесе, там, да? Им будет выгодно, чтобы, значит, они же собственники бизнеса, это не оккупант, там какой-то колонизатор пришел, а на их землях пришел западный инвестор, и они имеют какую-то долю от этого бизнеса. Ну, может быть, там не 50%, но может хотя бы 10% их доля будет, да, вот как бы вот так. Потому что это их вотчинные земли, и это их предки проливали кровь за эти земли. И это их деревни, да, и поэтому они должны иметь деньги с этой земли. Соответственно, и какие-то схемы, которые позволят миновать вот это фашистское российское законодательство. Всякие проверки, там, санстанция, там такая-то станция, пожарная станция, еще что-то, да. Вот если это в какой-то юридической форме сделать, как совместное предприятие, как еще что-то, ввести английское право на российской территории, я не знаю, можно или нет, или какую-то там территорию опережающего развития там назвать, еще что-то, в общем, свободной экономической зоны, как-то вот это что-то сделать, чтобы максимально убрать вот эту всю бюрократическую фигню, которая в этом государстве существует, и она существует именно для того, чтобы не было развития.
Вот такую мысль я хотел бы высказать, и необходимо подумать, проработать эти механизмы. Да? То есть вот убрать ненужного, мешающего посредника в виде российского государства, по крайней мере, минимизировать его. Да? То есть полностью его убрать нельзя, минимизировать, чтобы не мешало. Чтобы инвестор мог непосредственно с башкирскими жителями деревень взаимодействовать. Одни дают рабочие места, рабочие руки, они дают и землю, право на их землях что-то там строить. За это они получают долю в собственности предприятия. Вот примерно такая схема. Юридически как это оформить? Ну, как-то ООО открыть, да, там, в котором будет 50% от западного инвестора и по 0,1% от каждого жителя деревни соответствующей. Ну, например, или еще что-то. То есть там варианты разные возможны. Либо же жители деревни открывают ООО одно, и это ООО владеет 50%, а вторые 50% у западного инвестора. Да, как бы, чтобы с каждым отдельным жителем деревни не договариваться, а просто то ООО, которое потом от этого ООО получит дивиденды, чтобы потом оно распределялось среди деревенских жителей. Вот этих. То есть варианты там, возможно, разные. Ну ладно, мы сейчас от этой темы отойдем, будем слушать продолжим, что там у нас с Лениным. Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил фактически даже не федерацию, а конфедерацию. Прекрасно. Конфедерация – это современная система вообще взаимоотношений государств в современном мире, в западной цивилизации. Допустим, Соединенные Штаты Америки – это конфедерация. Конфедерация. В каждом штате свои законы, они прекрасно живут, у них единая валюта доллар, да, и каждый штат имеет свои законы, и все хорошо. Европейский Союз – это конфедерация. Там есть куча разных государств, они объединились в конфедерацию, у них есть единая валюта евро, это конфедерация, это прекрасное место, где хочется жить. Там, где нет фашистского режима, да, такого-то, и прочее, прочее. По его решению этносы были привязаны к конкретным территориям. Вот смотрите, он говорит этносы, он не говорит нации, не говорит народы. Вот когда я говорю представители башкирского этноса и будущие члены башкирской нации, я как бы апеллирую, критикую вот как раз представителей этноса, да, но когда я это говорю, это понять можно, потому что я говорю исходя из своих определений, что там, ну там, что этнос от нации, представитель этноса от члена нации отличается менталитетом и прочими моментами, да. Но здесь он в унижительном смысле говорит. Он не считает нас всех полноправными народами. Он не считает, да, то есть вот всех, кто находится на территории вот этой 1/7 части суши, все, кто изначально здесь жил, он их равноправными народами не считает. Он нас всех называет этносами. Вот обратите на это внимание. Мы получили право выхода из состава Советского Союза. Вот смотрите. Ну, оговорочка по Фрейду, да? То есть он решил, что чтобы не было выхода из состава Российской Федерации, он начал российский говорить, нужно их всех ассимилировать и сделать из всех россиянцев и русских. А с этой целью необходимо уничтожить их родные языки, то есть сделать лингвоцид, да? И сделать этноцид, уничтожить их этническую идентичность и внедрить им россиянскую идентичность. Собственно, вот с крепостными крестьянами примерно так и обращались. Вот что он хочет сделать. Да? То есть, ну, такая чисто фашистская идеология. Всех сделать уравнять, всех сделать уравниловку, всех сделать русскими. Поэтому во всех этих республиках большевики привозили как можно больше русских, чтобы русские составляли там около 50%. Чтобы они противопоставлять этих русских коренным народам. Вот для этого все это было сделано. Понимаете, да? Вот откуда ветер дует. Вот. И он же сам еще и критикует Ленина. Но он не понимает, что если бы Ленин не делал бы республики, да, вот, вообще он знает историю. Это он же в 19 году все это говорит. А я статью про Заки Валидова написал еще в 17 году. Да? Колчак, роль личности Колчака в истории. Там вообще сказано, что башкирские войска от Колчака перешли к красным только потому, что как бы, красные пообещали Башкирскую республику. Только поэтому. Если бы они не перешли, и Алаш-Орда, казахи тоже перешли со стороны белых на сторону красных, да? Только по этим причинам. Просто
Ленин и так далее, они просто не победили бы. И далее у них была идея интернационала. А как они пойдут со своими коммунистическими идеями мировой революции для всего остального мира, антибуржуазные, если они сами фашисты, если они хотят всех русифицировать, русский язык всем внедрить там, и так далее, и так далее. Уничтожать детей других народов путем русификации, уничтожать их языки, осуществлять лингвоцид, этноцид и прочее. Чем они хуже буржуев, там, да, колонизаторов и так далее? Чем они лучше? Да, они ничем не лучше. То есть, понятное дело, мы знаем, что там история с Голодомором, с геноцидом, с подразверсткой, да, мы знаем, что они конкретные фашисты. Но даже идеологически, то есть хотя бы идеологически они должны быть, значит, чтобы их идея была интересна другим народам на планете Земля, да, хотя бы идеологически нужно было что-то такое показать, какую-то конфетку, да, там, типа, вот, и вот для них идея интернационализма. Они же, видите, интернационалисты. Вот смотрите, у нас тут национальные республики, да, поэтому вы где-нибудь в Латинской Америке, еще где-то, значит, принимаете идеи коммунизма и прочее, прочее. У них там герб был с земным шаром, да? Это же очевидно. А он, вот, Владимир Владимирович нам рассказывает, что Ленин не прав. Ленин не мог по-другому. У Ленина цели такие, что он просто по-другому не мог. У него не получилась бы революция. Красные бы не победили бы, если бы не было республик. Там все просто. Строго централизованное государство, да, в конфедерацию фактически, с правом выхода из привязки этносов к территории. Но даже территории нарезаны были так, что они не всегда соответствовали и до сих пор соответствуют. Территории были нарезаны так специально, чтобы были потенциальные очаги конфликта. Это же очевидно. Разделяя власть, да? Ну, специально. Вот. Где родная деревня Салата Юлаева, да? Она находится в Челябинской области, она не находится в составе Башкортостана. Границы между Казахстаном и Башкортостаном, ее тоже нет, специально там Оренбургскую область сделали. Ну, тоже специально, чтобы по максимуму сделать так, чтобы представители коренных народов составляли как можно меньше на своей территории, как можно больше этнических русских туда привозить отовсюду, да, и русифицировать, значит, внедрять русский язык, проводить лингвоцид, этноцид и так далее. Превращать коренные народы, значит, вот в эти, как это сказать-то, слово-то, как это называется? Ну, то есть мы среди башкир наблюдаем час людей, которые торгуют своей башкирскостью. Они торгуют как? Всякие шапочки там лисьи, курай там, танцульки там какие-то. В общем, как это слово называется? Не творческая интеллигенция, а вот, то есть свести народ, свести этнос-народ до каких-то таких фольклорных вещей. Фольклор, да, то есть как бы вот там певец там какой-то там что-то поет, там на курае кто-то играет. Вот фольклорные вещи, вот вам, башкирам, вот это все. А предприятия у вас не будет, денег у вас не будет, вас в долговое рабство введут, земли у вас не будет, значит, язык свой в школах изучать и в вузах у вас не будет, мультфильмов, фильмов мы вас не дадим, да, на башкирском и прочее, прочее. Понимаете, вот как бы, пожалуйста, пейте кумыс, шапочка вам, лисья, курай, дудите свой курай, и вы же башкиры, вот как классно. И героев вам соответствующих дадут, идеологически правильных, чтобы вы им подражали. Поэтому Изаки Валидова, почему они так не любят, да? Это ж, я думаю, от Путина исходит. Потому что Заки Валидов основатель федерализма. Федерализм. Но Путин не понимает, что если бы не был бы Заки Валидов, был бы какой-нибудь другой, не обязательно из Башкир. Да? Просто не было бы тогда Советского Союза такого огромного, если бы не было бы национальных республик. Не было бы просто, вот и все. Как бы, если бы не Валидов, если бы не Башкиры, то кто-то другой бы там бы из состава других народов бы все это делал бы. Поэтому как-то я понимаю, что Владимир Ильич, он юрист, он не историк. Но какие-то базовые вещи надо знать, наверное. Владимир Ильич, если вы смотрите, вы посмотрите видео, у меня на YouTube-канале Bashkortization есть серьезный разговор
И статья называется «Роль личности Колчака в истории». И там есть ссылка на это. А вот там все расписано. Воспоминания Заки Валидова, как все это делалось и так далее. Если бы не Валидов, то другой кто-то все это сделал. И красные бы не могли победить, если бы не было вот этого соответствующего момента с национальным республикой. На традиционным местам проживания тех или других народов. Поэтому сразу возникли болевые точки. Они сейчас еще между республиками бывшего Советского Союза имеют место быть. И даже внутри Российской Федерации. 2000 таких точек. 2000 болевых точек. Прикиньте, 2000. Я не знал эту цифру. Стоит только отпустить на секунду. Мало не покажется. То есть вот поэтому он решил нас всех уничтожить. Наших детей уничтожить, языки наши уничтожить, да? То есть, ну, вот ради вот этой хери, чтобы вы понимали. Вот это первое. Кстати, Сталин был против такой организации, он даже статью написал об автономизации, но в конечном итоге принял ленинскую формулу. И что получилось? Вот сейчас мы с коллегой с Украины говорили по поводу наших отношений. Но в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения, все при Черноморье, значит, западные земли российские, были переданы в Украину со странной формулировкой для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине. Потому что Украина сельская была территория. И... Но в русско-украинский вопрос я не лезу, в общем, и не комментирую. В том числе и соображения безопасности. Вот, да? Но по поводу башкирских земель я уже высказывался. Башкирская земля, вотчинное право на землю, да, они были еще до Российской империи. И даже во времена Российской империи, если вы посмотрите материалы соответствующие, да, то там видно, что экстерриториально были башкирские вотчины с соответствующими племенами, а Российской империи там даже не было. То есть часть была внутри Российской империи, а часть была за Российской империи, и там были башкирские вотчины. Это вот в одном из своих видео Путин там говорит, что башкиры там какие-то, как эти, не казаки, а вот как слово там называется, какие-то, значит, люди, которые охраняли там южные и восточные рубежи границы, там, и так далее, и так далее. Вот, ну, как бы он примерно так выразился. По сути, они имели эти вотчины за пределами России, за пределами того российского государства. Чтобы было понимание. Считалось, что эти мелкобуржуазные представители крестьянства там, раскулачивали подряд по всей стране. Но это несколько странноватое решение. Но, тем не менее, оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина. И теперь мы с этим разбираемся. Но что ведь они сделали? Они связали будущее страны со своей собственной партией. Потом в Конституцию кочевало это из одного основного закона в другой. Это, значит, основная политическая сила. Как только партия застрещала, начала рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна. Вот что я имел в виду. И я придерживаюсь этой точки зрения сейчас. Значит, причем, вы знаете, я... То есть, смотрите, вот он придерживается этой точки зрения сейчас, а я не придерживаюсь этой точки зрения по поводу республик национальных. Да? Но он президент Российской Федерации, у него есть больше ресурсов, чем у меня. А у меня меньше ресурсов. Я частное физическое лицо, у меня меньше ресурсов. Ну да, я там зарегистрировал Башкортостанское отделение федеративной партии, которое, скорее всего, не зарегистрирует. Но тем не менее, как бы, ресурсов у меня однозначно меньше, чем у него. Да? Вот. У меня нету в моем подчинении какой-то спецслужбы, нету, там, да? У меня нет людей с новичком там, и прочее, прочее. Я не могу политических оппонентов физически ликвидировать. У меня нет таких возможностей. И, соответственно, вот что нужно понимать-то? Вот он свои убеждения, неправильные убеждения, я считаю, да, он использует, как бы, да, он проводит в жизнь вот эти постепенно, шаг за шагом уничтожает все нерусское, по сути, внутри России. Вот его задача именно в этом. Этноцид и лингвоцид. Этноцид и лингвоцид – это преступления, которые признаны, значит, в соответствии с международным правом как преступление. Да? И
определенным образом за эти преступления должны вводиться какие-то санкции против тех, кто их реализует. Против лично Путина никто не будет санкции вводить, понятное дело, ну, потому что как бы мы видим просто из истории ввода разных санкций и так далее. А вот люди, которые причастны к этноциду там, и лингвоциду, ну, наверное, перечень их какой-то существует. Вот такую мысль я хотел бы сказать. Я не думаю, что это... Ну, давайте, ладно, на эту тему не будем очень глубоко, да, то есть вы поняли. То есть задача Путина уничтожить национальные республики. Он это мечтает это сделать. Вот. Задача представителей разных этносов, всех этносов, которые не хотят быть россиянцами, не дать Путину уничтожить национальные республики. Если они не хотят, чтобы их дети исчезли как национальность, как, чтобы у них были родные языки, свои родные земли, своя идентичность и так далее, и так далее. Потому что это есть преступление против... Вот когда один цветок, какой-то сорняк, уничтожает 100 разных цветов, это называется сорняк. Да, вот, вы пришли в поле, и там 100 разных цветов, 100 разных видов цветов. Это хорошо. Каждый цветок благоухает хорошо, и все прекрасно. А потом какой-то сорняк уничтожает все это поле. И получается поле одинаковое. Нету 100 разных цветов. Вот что это означает, чтобы вы понимали. И вот сам по себе сорняк как цветок, он хороший цветок. Его даже может быть 80%. Он хороший цветок там и так далее, и так далее. Но этот цветок не должен остальные 20 цветков уничтожать. Для этого все цветы должны иметь свою территорию. Да, какое-то расстояние между цветами должно быть, чтобы семена от этого цветка, которого 80%, на территорию других цветков не попадали и не уничтожали остальные цветки. Потому что, как это объяснить-то? Потому что, ну, это есть фашизм. То есть, если как бы не преграждать этому, то это есть фашизм. Это есть уничтожение народов путем ассимиляции, этноцида и лингвоцида. И физического устранения наиболее пассионарных людей, которые против этого идут. Там, да, то есть, как бы Путин, он имеет возможности вот каких-то кавказских блогеров он уничтожал там с помощью новичка. Может быть, они как раз, кто-то там из лезгинского народа там что-то был, я не помню, кто это там еще, история с его отравлением и так далее. Они за права лезгин там боролись, может быть, за лезгинский язык. И вот пример, да, пример опасности, которая существует. То есть они уничтожают не только политиков с помощью вот этого отравления и так далее, которые такие оппозиционные там по поводу коррупции и прочее, прочее. Они всяких блогеров, журналистов тоже уничтожают, которые там начинают говорить про права народов своих, там еще что-то и прочее. Поэтому вы видите, что какую реальную опасность представляет вот данный человек мне лично. Человеку, который первый в декабре 2020 года начал говорить про этноцид, лингвоцид, видео снял, прекрасно пишет будущий языковой вопрос и так далее. Да? То есть, чтобы вы понимали опасность, которая, значит, как бы, с одной стороны, опасность, которую представляю я, с другой опасность, которую мне представляют, как физическому лицу. Я представляю опасность не как физическое лицо, а как вещи, которые я до этого сказал, как бы, да, как какие-то идеологические моменты, и не только. А мне представляет опасность как физическому лицу. Вот. Теперь давайте продолжим. Время проработал в разведке, которая была составной частью очень политизированной организации. Видите, он поработал в разведке, которая была составной частью политизированной организации. То есть, ну, Спрут, да, Спрут. Вот Джеймс Бонд, Спрут, там есть очень красивая картинка. Я понял, что у них примерно так все это работает. Там, как бы, в общем, примерно так. Примерно так. И вот просто с Британской империей ситуация какая? Британская империя, она была побольше, чем Российская империя. Но и там тоже были фантомные боли вот у людей, которые были частью этой империи, когда они не хотели, чтобы эта империя разваливалась и так далее. И они как-то это преодолели.
То есть они идеологически представляли из себя ценность, как цивилизация. Да, вот, почему английский язык люди учат? Потому что это представляет ценность. Это мировой язык, это западная цивилизация, западные ценности. Все хотят быть ближе к этому, больше дохода, да, права человека и прочее, прочее. Вот почему они, как западная цивилизация, как английский язык, интересны, да, и представляют интерес. Хотя формально как бы, там произошла деколонизация, колонии уже как бы независимые и так далее, и так далее. А здесь что предлагается? То, что Владимир Путин делает. Здесь он нас всех хочет русифицировать. В общем, колхоз. Ну, тупо колхоз. Тупо мы все должны быть русскими, россиянцами, забыть свои родные языки. Да, как бы, вперед. Хотя у него сложно имеет отношение. Не будем ладно говорить. Вот. Так что вот такие моменты. Так что вот такие моменты. Тот факт, что он, значит, неправильная идеология. Идеология неправильная. То есть, как бы это сказать-то, вообще сама идея вертикали власти и того, что можно на 1/7 части суши что-то одно установить, да, и из одного места там рулить, оно неправильно. Это глупость, полная тупость. Да, вот, не надо было трогать федерализм, да, не надо было, значит, систему образования, не надо было какие-то там прочие моменты делать. Да. Это все, блин, отрицательно сказывается. Вот я думаю, Владимир Владимирович не думал, что через 4 года после того, как он принял свой закон, когда митинг был 16 сентября 2017 года, да, что вот какая-то активизация начнется. Ну, не думал. Я вот слушал разных Белковских, там, с «Эхо Москвы», вот бородатый, как его зовут-то. Они там говорили, что вот это может рвануть потом, там, если будете унижать национальное меньшинство, там, своим языком навязывать и так далее. Ну, сейчас пока не рвануло, и он, чтобы не рвануло, наиболее пассионарных будет, возможно, захочет поубивать с помощью новичка там и так далее. Да? Я еще раз это повторяю. Потому что я же его психологию знаю. Ну, как это? Нет человека, нет проблем. Поэтому что нужно сделать? Ну, это грохнуть тех, кто как бы, потенциально может мешать. Остальные будут бояться. Ну, поэтому я сейчас наблюдаю активизацию их в телеграммах. Анонимные телеграммы, я там вижу разные анонимные каналы, в том числе от финно-угорских народов. Я рад, что финно-угорские народы активизировались в телеграммах анонимно. Никакая глибушечка сейчас их поймать не может. Они уходят в сеть там, и так далее. Да? Вот. И вместе мы должны понимать, что вместе надо держаться вместе, когда нас пытаются уничтожить, ассимилировать, но взять нам русский язык, уничтожить нашу идентичность и наши родные языки у наших детей. И в том числе я делал обращение к удмуртской нации, у меня есть там видео, где... И также я начал проект по переводу видеоконтента на родные языки народов России, но в частности там на башкирский и западный диалект башкирского пока что. Но другие я предлагал, они почему-то пока там не ответили. Вот. Но направление в целом понятно. Да? И я думаю, что здесь западная цивилизация нам вполне может помочь. Это дешево, это огромный колоссальный эффект и так далее, и так далее. Вот. И Путин это тоже прекрасно понимает. Путин прекрасно понимает, но нужно здесь все-таки, значит, как бы сказать-то, немножко дипломатичненько. То есть немножко дипломатичненько, скажем так. В том числе из соображений безопасности. Товарищ, такой опасный товарищ, человек, который в галстуке сидит. Да? КБССР. И у меня были свои представления о наших вождях и так далее. Но сегодня, с позиции моего сегодняшнего опыта, я понимаю, что кроме идеологической составляющей есть еще геополитические. Они совершенно не учитывались при создании Советского Союза. Там все это было очень политизировано в свое время. Партия начала разваливаться, повторяю, все, и страна за ней посыпалась. Этого нельзя было, это ошибка. Абсолютно кардинальная, фундаментальная ошибка при государственном строительстве. Значит, теперь, что касается
Ну, то, что он делает, это еще большая фундаментальная ошибка. Еще большая фундаментальная ошибка. Потому что вот если вернуться к Беслану, и когда он с помощью Беслана говорил, что вот Беслан, куча трупов, в том числе по его приказу, как бы, да, и после этого вертикаль власти и так далее. Так вот, если представители коренных народов вдруг у них появятся брейвики, да, а брейвиком может называться не кто попало, а кто с собой на тот свет хотя бы 10 человек забирает. Да, вот тут настоящий Андерс Брейвик забрал 77, и эти брейвики каждый месяц будут, каждый месяц по одному брейвику, да, в разных национальных республиках, то можно будет констатировать факт, что политика вот такая вот русификации, она приводит к жертвам среди русских людей, русских детей и так далее, и так далее. И что она не ведет к успокоению, к тому, чтобы, значит, все приняли русскую идентичность, россиянскую идентичность, забыли свои родные языки, так радостно были подвергнуты этноциду, лингвоциду и прочим моментам. Да? И вот, поэтому как бы будет видно, что потерпела крах вся эта идеология. Ну, то есть люди не хотят, чтобы их унижали, чтобы унижали их достоинство, чтобы унижали их память, унижали их предков, чтобы им навязывали чужой язык, чтобы на их землях вывешивали вывески на русском и английском без башкирского языка. Вот у нас в Республике Башкортостан в прошлом году так вывешивали. Это же унижение башкирской нации. Это просто унижение. Они смеются над нами, они нас унижают таким образом. Они на наших землях вывешивают вывески, на которых нет башкирского языка. Это просто тупо унижение. Они нас не считают за людей, они нас унижают. Они не считают за людей те миллионы трупов наших предков, которые воевали за нашу республику, за нашу родину и так далее. Вот. И говорить даже на эту тему нельзя. То есть кто говорит, тех сажают, те экстремисты, тех убивают осторожненько и прочее, прочее. Тут вообще нет никакого гражданского общества. Да, как бы. То есть должно быть четкое понимание, что из себя представляет фашистское государство. Для чего это, да? Почему какие-то темы запретные, какие-то нет. Вот. И так далее. Давайте продолжим. Дело или не дело. Дело совершенно не в этом. И, на мой взгляд, этого не нужно трогать. Во всяком случае, до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много... Ну, здесь неинтересно, вот тут про Ленина, тело Ленина. Ну, пусть лежит в мавзолее, мне вообще без разницы. Пусть лежит, пусть похоронит. Что угодно делайте с этим Лениным. Ну да, тут я с Владимиром Владимировичем полностью согласен. Людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, связывают с этим определенные достижения прошлого советских лет, достижения советских лет. А Советский Союз так или иначе, безусловно, связан с вождем мирового пролетариата Владимиром Ильичем Лениным. Вот поэтому вот что очень забираться? Зачем? Надо просто идти вперед и все, и развиваться активно. Ну вот, теперь по поводу героя России Кадырова. Ну, это вопрос нас уже не касается. В общем, смотрите. В общем, вот это интервью, оно очень как бы показательно показывает, очень откровенно показывает, кто есть Владимир Путин и с какой целью вообще все это он делает. Цель я уже обозначил, да, уничтожение национальных республик. Я не знаю, передумал ли он или нет после ситуации с Куштау. Не знаю. Как бы, да, вот сейчас идет давление на разных активистов с Куштау и так далее. Возможно, они хотят активистов Куштау передавить, пересажать, поуничтожать, как бы, и потом уже ликвидировать республики. Возможно. Возможно, ну, в ТОЦ, вы тоже знаете, да, историю в ТОЦ, Всетатарский Всемирный татарский общественный центр, там ее тоже признали экстремистской организацией и прочее, прочее. Вот. Есть ли механизмы вообще противостояния всему этому? Есть. Механизмы есть. Механизмы есть, и я их не могу произносить вслух, но они есть, и они известны. И они известны, и известно широкому кругу лиц, они известны. Вот. Так что вот примерно такая ситуация, и, как бы, да, и вы все это должны знать. То есть
когда вы живете каждый день, там, едете в троллейбусе, еще где-то, да, вот думайте, что, возможно, те люди, кто вокруг вас находится, сидит с вами там за соседним креслом, вот, возможно, что благодаря вот этому персонажу вы будете друг друга стрелять. Возможно, из-за него начнется кровавая баня. Возможно, да? Возможно, он захочет уничтожить вашу родину. И так далее, и так далее. Вот просто имейте это в виду. И для того, чтобы нашу родину Башкортостан, нашу родину Татарстан, нашу родину Марий-Эл и прочие наши республики никто не мог уничтожить. Соответственно, доля соответствующих народов в этих республиках должна быть соответствующей. Доля, да? И прочие моменты должны быть в части каких-то других моментов. И также нужно понимать, что с языками, с противостоянием ассимиляции, этноциду, лингвоциду, все должно быть на соответствующем уровне. И так далее, и так далее. Вот. Я еще раз повторяю, я нахожусь на территории Российской Федерации, город Уфа, сегодня 17 марта 2021 года. Это была программа «Размышлизмы». Также нужно понимать, что ну, он, в принципе, не глупый человек. Да, то есть он не глупый, и вообще вот он же хитро все это делает. Да, он как бы, вот с куста он так вот тест делал такой, да, тест. То есть он сделает что-то и смотрит, какая там реакция будет. Ага, эти башкирцы ничего не могут противостоять, они друг другу ссорятся, они поддаются на ГБшные провокации. Хорошо, мы сделаем следующий шаг. Мы уничтожили их башкирское образование, теперь мы уничтожим их, не дадим им деньги, чтобы у них не было денег на башкирские мультфильмы. Так, следующий шаг, они это проглотили, окей. Теперь давайте попробуем вывески вывесим. Ага, их Тимур Мухтаров ни хера ничего не делает, только там выступит где-нибудь на Эхе Москвы. Ага, значит, можно там ими манипулировать как хочешь. Там. Давайте вот следующий шаг сделаем. Вот примерно вот так вот. Примерно вот так все это работает. Я вижу эту картинку. То есть у него есть поэтапный план у Губушечки по уничтожению башкир, по уничтожению там, татар, удмуртов, марийцев, там, национальных республик, кого он куда сажает, в какие кресла, в какие губернаторские кресла и прочее, прочее. Все это имеет целью уничтожить. Просто ну, хочет наших детей уничтожить. Он хочет, чтобы у наших детей не было нашей башкирской родины. Он хочет, чтобы у марийских детей не было их марийской родины. Он хочет россиянство всем навязать. Ну, вот это все, как бы, да, вот это, уничтожить их родные языки, многолетнюю, многовековую культуру, традиции и так далее. Ну, вот, собственно, как бы, в чем смысл и ради чего? Ради вот этого, я даже слово не буду произносить, вот ради вот этого он хочет это все уничтожить, чтобы вы понимали. То есть, если бы он представлял бы из себя какую-то нормальную цивилизацию, то люди сами хотели бы в эту цивилизацию идти. А цивилизация, в которой есть там права человека, цивилизация, в которой можно сохранить свою культуру, свой язык, там, где более-менее честно происходит карьерный рост, где нет дискриминации по этническому признаку. Цивилизация, в которой, да, тогда бы пришлось бы в эту цивилизацию идти, и, как бы, и все было бы нормально, и вопросов не было. Просто его цивилизация вот этого всего не предоставляет. Его цивилизация – это такая цивилизация, которая, где у нас ГБушечка все захватила, как я уже рассказывал, да, и контролирует все ресурсы, и как бы стравливает людей друг против друга, и все. И она численно вымирает, просто тупо численно вымирает. Доля людей, россиян, она в мировом населении падает, падает, падает и падает. Это умирающая цивилизация. И если он еще дополнительно к тому, что эта умирающая цивилизация еще вот эти вот вещи делает, он просто ускоряет процесс умирания этой цивилизации. Вот. Если говорить про русских, то шанс русских – это именно те русские, которые уехали в западную цивилизацию.
те, которые решат в будущем вернуться обратно, те, которые поняли, что такое западная цивилизация, да, которые там что-то начали представлять себе, вот шанс русских, если уж говорить на эту тему, именно эти люди, их где-то я слышал 1,5 миллиона в США русские там, или 3 миллиона, вот где-то такое количество русских в США, по-моему, где-то я слышал. Вот вы подумайте, да, это очень серьезная цифра. То есть количество русских исчисляется миллионами уже только в США. Это сколько людей отсюда уехало? Так что ситуация такая, вот этот вот имперофашизм, это